Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, во, отлично. Это микрофон Александра Геннадьевича, он громче. Это мой. Сейчас я вернусь. Ага, ладно, не перепутать, да? Человек 70. Спресс. Что, удивился, да? А? Но отсюда вы все равно место не разглядите. Входите.
Раз. Да-да-да, я внизу. Раз. Да, работает. Раз. Раз. Александр Геннадьевич. Вот правильно. Агент. Начать свой бизнес – это подвиг. Предприниматели – герои. Но в России этого мало. Здесь, чтобы успешно вести свой бизнес, нужно быть супергероем. Нужно обладать суперсвязями и суперспособностями, чтобы каждый день противостоять бюрократии. Сегодня чиновники пришли объединиться с вами, чтобы победить бюрократию раз и навсегда. Для этого я наделил их суперспособностями. Силой для принятия сложных решений и продуктивной работы. Душой, чтобы чутко реагировать и вникать в проблемы предпринимателей. Разумом, чтобы не допустить перегибов и быть объективными. Реальностью, которая поможет освоиться в настоящем и всегда быть онлайн. Временем на действительно важные дела без волокиты и бюрократии. Пространством, чтобы мыслить объемно, успевать везде и всюду. Бюрократия побеждена. Возможен ли хэппи-энд в реальности? Сегодня День предпринимателя. Завтра. Завтра, да. В 12 раз отмечается в России. Праздник совсем молодой, но мы постараемся, чтобы формат этого праздника задавали новые тренды. Вот мы с Радием Фаридовичем сегодня без галстуков. И предприниматель — это герой или нет, покажет сегодня наша дискуссия. Но вот люди сюда пришли разные, молодые, успешные, люди, которые имели опыт в предпринимательстве, люди, которые сталкивались с проблемами. Как вы считаете, в целом, это героизм, Радий Фаридович, или нет? Просто про предпринимательство говорят многое, и каждый раз решения, они такие, кажутся иногда избитыми, иногда прорывными. Вот мы готовы сделать что-то, что поможет нам реально рвануть так, чтобы о нас говорили все, не только в рейтингах оси, но говорили те люди, которые собираются открывать у нас бизнес, люди, которые хотят стать предпринимателями. Потому что предпринимательство штука рискованная. Вот даже по статистике 90% ресторанов закрываются, 10 только успешные. Поэтому каждый раз рискуя, ты должен понимать, что это история, связанная с твоим собственным риском. Но государство может сделать так, что и риски уменьшатся, и количество людей, которые в этой истории захотят участвовать, увеличится. Будет прорыв? Я, мне слово, да? Не типа, а вам слово? Да, добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что мы все здесь собрались. Вот, мы искали разные варианты, как с вами пообщаться. Вот вы знаете, вот уже несколько месяцев работы в качестве руководителя республики, с чем сталкиваюсь, что я никак не могу пробиться к людям, и в данном случае к предпринимателям, что вот я пришел, и что я всю свою энергию, силы потрачу на вас, на вашу защиту, поддержку и так далее. Не получается. Вот та история с доверием, она вот никак мы не можем пробить. Ну, это сложная на самом деле история. Вот Александр Геннадьевич во многом не прав, когда говорит, бюрократию можно победить, бюрократию никогда не победить. Но, даже сегодня, Радий Фаридович, мы попросили людей прийти без галстука. Но просто вы никогда не смотрите, вернее, иногда на бюрократию, я же тоже бюрократ, не как на вашего врага, а как на вашего друга, партнера и так далее. Вот мы, наверное, вот смотрите, я наговорю сейчас много,
надеюсь, меня простят где-то, может, за эмоциональность, но я просто хотел с вами, я даже Рима Юрьевна, нашего председателя госкомитета, просил, говорю, Рима, пригласи сюда тех людей, которые, может быть, не так часто нас видят, но занимаются бизнесом, чтобы мы как-то, вы знаете, наши идеи вот туда, вглубь республики продвинули. Поэтому я несколько тезисов своих скажу, что бы я вам сегодня хотел сказать в преддверии замечательного дня предпринимателя. Андрей Геннадьевич, мы в республике первые же начали, да? Да, я так вспоминаю, что 15 лет назад мы все это начали, и первые в стране объявили день предпринимателя. Его не было. Это Назаров Андрей Геннадьевич, он был тогда уже успешным предпринимателем, обижался, все награды хотел получать всякие. Почему, говорят, этого дня нет? Если серьезно, действительно, мы в этой республике начинали эту историю. Поэтому первый мой тезис, который коллеги, наши друзья, наши партнеры, я через вас хочу достучаться до бизнеса, что в принципе это самое главное, что есть в прицеле и в ориентире и в направлениях нашей деятельности, управленческой команды, которая сейчас есть. Объясню очень просто. Мы хотим развития экономики. Я как руководитель республики, пока временно исполняющий, я не знаю, изберут, буду, соответственно, руководителем, но у нас есть четкие задачи, которые нам ставит президент, что мы должны добиться вот этого. И мы как-то проанализировали, и мы для себя приняли такое неожиданное решение, что у нас есть Башнефть, да? У нас есть БСК, у нас есть Салават нефтероксинтез, у нас есть ОМПО, у нас есть масса предприятий, НЕФАС и так далее, которые уже есть, и которые без нас уже... Главное, мы им не мешали, чтобы, иногда подталкивали, чтобы все-таки у них инвестиционная программа была. И они будут развиваться, и они развиваются. И мы подумали, где драйвер для экономики нашей республики? Это вы. То, что называется, я не знаю, обижает вас, это нет, но придумали такое название – малый и средний бизнес. И мы подумали, что экономика, на самом деле, нашей республики, на которую мы можем влиять позитивно, это вы. И мы начали думать, да, это вы, что нам сделать для того, чтобы вам помочь, почему у нас дело не идет. Первый этот тезис, который Рима Юрьевна сюда выдвинула, я ей предлагал более жесткий такой тезис выдвинуть, что предприниматель, а у него есть враг, чиновник или такая. Наверное, это уже не так. Все-таки мы долгие годы этим занимаемся, и уже чиновники понимают, что все-таки бизнес – это такая священная корова, которую трогать нельзя и так далее. Поэтому очень аккуратно там кусают, где-то, может быть, не поддерживают. Поэтому мы подумали, какие конкретные действия мы можем совершить для того, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно. Не только на уровне республиканском, но и в Ермекеевском районе, Баймаке, Вышимбае и так далее. Первое, что мы сделали, вы знаете, это часы предпринимателя. Четверг. Я лично в 17:00 сажусь, и 2 часа мы работаем с предпринимателем. Но это, как правило, крупные инвестиционные проекты. И в какой-то момент я подумал, что это же крупное. И мы с главами муниципалитетов договорились, что четверг для нас это... Мы в некотором качестве уже шутим, у нас это называется Святой Четверг. Все главы сидят и общаются с бизнесом. Поэтому мы первое, что сделали, создали окно коммуникации главы, чиновника с бизнесом. Не все пока получается. И мы мониторим эту ситуацию. Я сделал простые указания своим главам, коллегам. Проводит лично глава. Сидят все заинтересованные стороны, то есть зам по экономике, председатель КУМСа и еще какие-то структуры, которые тут же принимают решения. То есть быстрое решение, четкое фиксирование поручений, которые дали на этом части предпринимателей, чтобы это двигалось. Знаете, мы такие робкие видим шаги, задвигалось. Не везде, но задвигалось. Я не знаю, мы можем это обсудить. Поэтому первое, с чем мы к вам вышли, предприниматели, мы создаем окно коммуникации через час предпринимателя. Второе. Мы тоже об этом долго думали. Я сегодня это анонсирую. В каждом муниципалитете с 1... Когда? Если следующий месяц, то июнь, Рафик. Июля.
давайте, не успеешь все равно. С 1 июля в каждом муниципалитете будет введена должность заместителя главы администрации по предпринимательству. Мы идем на это. Мы платим из... Давайте его как-нибудь, может быть, назовем громко, ярко, хлестко. Например, шериф. Нет, мы же, как договорились, шерп. Ну, шерп это тот, кто ведет, а шериф это тот, кто охраняет. Смотрите, Это шериф. что я предлагаю. Вот главы слушают. Мы сегодня глав специально не собирали, но главы такие у нас Умные, красивые. умные, и они слышат меня. В каждом муниципалитете, подчеркиваю, мы финансируем из бюджета нашей республики, мы даем 1 ставку единицы, будет зам главы по предпринимательству. Мы потратили с Римой Юрьевной где-то 3 встречи. Я все пытался придумать какую-то схему, чтобы этот зам предпринимателя появился не так, что это какой-то дружбан, как говорят, главы администрации, а какой-то человек, который уважает бизнес-сообщество. Мы придумали какие-то конференции бизнеса, там какие-то трехсторонние комиссии, которые выдвигают. Я вам честно скажу, я ничего не придумал. Думайте вы. Поэтому, если вы предложите нам схему, как появляется шерп или бизнес-шериф и так далее, моя задача дать вам, чтобы у вас был человек, который, мягко говоря, не гнобит вас, который ваш щит, ваша поддержка, ваш друг, ваш соратник и так далее. Поэтому считайте, в 63 муниципалитетах мы такие фигуры заведем. Поэтому с вашей стороны я что прошу, это очень важно, чтобы пришли люди, которые, в этом понимают, которые за вас, и которые могут продавливать свои решения в вашу поддержку в муниципалитете. Это такая довольно нетривиальная задача. Я бы еще добавил, Ради Фаридович, которые в День предпринимателя придут в рубашке или футболке без галстука. Я рубашку Все нашел. правильно, да, я намекаю. Значит, это второе. Это все, казалось бы, шутки, но я говорю о совершенно серьезных вещах. Это наши смыслы, которые мы вам даем. Третье. Я довольно часто общаюсь с бизнесом. Знаете, я честно скажу, я когда работал на республиканской службе, то есть я был главой администрации президента Республики Башкортостан, когда был на федеральной службе, когда я был главой Красногорска, этой темой я занимался. И каждый раз мы много обсуждали, и каждый раз витает в воздухе такая большая проблема, которая называется контрольно-надзорные органы. Да, есть такая проблема. И мы или там, или тут постоянно ловим сигналы от бизнес-сообщества, что что-то не так. И огульно обвинять никого не будем. Но ведь об этом президент много раз ставит задачу. Президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, часто ставит задачу: освободите бизнес от проверок, освободите от каких-то излишних фискальных функций, надзорных функций и так далее. Помните эта светлая фраза: до года мы бизнес не проверяем, да, Андрей Геннадьевич? В течение 3 лет мы, плановые тоже, только, но не план. Не плановые только по заявлениям, строго в регламенте. По факту мы получаем совершенно другую историю. До года проверяют на основании подзаконных актов. Но это не ваша, не моя тема, мы об этом будем говорить и руководство нашей страны и так далее. Мы над этим бьемся. И я задумался, что я могу вам дать в этой связи. Какое спасение от бремя излишнего надзора. Много думать не надо. Президент страны мне дал, как руководитель республики, дал своим указом право координировать деятельность надзирающих и надзорных органов и федеральных органов территориальных, которые здесь работают. Поэтому я сегодня даю поручение, Андрей Геннадьевич, вам это организовать, и Касьянову. Давайте начнем. Андрей Геннадьевич, с той стороны. Через меня, да. Да, смотрите, Александр Геннадьевич, поручение раз в 2 месяца, надо будет, будем каждый месяц, проводить так называемый ПДКС, это совещание под моим началом, где собираются все руководители территориальных структур, федеральных органов, только по одной теме – контроль, надзор над бизнесом.
И мы там будем разбирать даже кейсы какой-то отдельные, тенденции, которые происходят и так далее. То есть у бизнеса будет четкая, ясная история, где до нас можно достучаться с типовыми проблемами, которые существуют, они реально существуют, и это обсудить. Поэтому это третья вещь, которую я могу вам предложить в плане регулирования деятельности надзорных контрольных органов. Понимаете, это очень, на самом деле, это очень такая большая история, что ли, которая требует четкого баланса. Я не буду обвинять бизнес, да, но мы тоже часто понимаем, что и в бизнесе тоже бывают люди, которые не очень ответственны. И от этого страдают люди. Поэтому, чтобы защитить людей от безответственного бизнеса, есть эти контрольно-надзорные органы, которые для этого и есть, чтобы людей защитить. И это очень тонкий баланс, это такая тонкая материя, чтобы вот эта защита людей не превратилась в подавление бизнеса. И я полагаю, что все-таки в рамках вот этой вот нашей комиссии мы об этом будем говорить. Это третье, что я, коллеги, вам предлагаю. Четвертое. Мы сегодня анонсируем, вот Александр Геннадьевич сейчас анонсирует, мы анонсируем вам инфраструктуру поддержки бизнеса. Она серьезная, она бюджетонасыщенная. Александр Геннадьевич, расскажете? Прямо сейчас? Ну, Но у нас есть даже на эту тему слайды, Рафик Фаридович, потому что без инфраструктуры, без тех мест, где мы можем, там, акселерировать что-то, создавать стартапы, и потом развивать уже созданное, мы, конечно, далеко не продвинемся. Хотя, вот если вы спросите у предпринимателей, что главное, они скажут, главное, не мешайте. И вот вопрос, который вы только что до этого подняли по координации контрольно-надзорной деятельности, он в этой связи такой краеугольный камень. Но я уверен, что формат, который вы предложили, он поможет вот истории, которые так или иначе с перехлестом знаете как, случаются. наверное, я где-то романтик. Я вам честно скажу, я романтик. Все предприниматели романтики, Рафик Фаридович. Да нет. А как иначе? Нет. Да. Не-не-не, романтик – это не тот, который хочет жить. Это который мечтает. Вот, я романтик в чем? Я романтик в том, что власть должна быть нравственной. Я романтик в том, что мне удастся создать инфраструктуру власти, прежде всего на местах, нравственно. Если говорить о вас, то, наверное, я сейчас, если буду говорить, это вот предприниматель это такое вот явление, оно не верит нам. Каждый раз при первых встречах мы часто с главами работаем. Мы у глав тоже мировоззрение меняем. Там разные главы есть. Есть молодой глава, совсем мальчишка, казалось бы, да, 29 лет, Нефтекамск. Матур? Ты его назначил? Вы назначили, Рафик Фаридович? Вообще депутаты проголосовали. Его совет назначил, но мы предлагали. Есть молодой парень, да? Есть взрослые люди, но мы сейчас вот в этом обширном круге людей, у нас 63 руководителя муниципалитета, формируем позицию, что бизнес – это наше спасение. Вот правда, это наше спасение. Предпринимательство – это вообще очень круто. Потому что очень долгое время, почти 100 лет, Рафик Фаридович, мы жили пропитываясь патерналистскими такими традициями, и какое-то собственное начало в чем-то, хозяйственная деятельность. Это же, помните, даже уголовно наказуемая была история. Спасибо, это правильно. Значит, я опять главам администрации. Вот чтобы вы все здесь слышали. И главы слышат. Я попросил, чтобы главы сейчас сидели около телевизоров, слушали меня. Вот, они тоже нас слышат. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже получается, но это такой большой цивилизационный процесс, когда вот глава начнет понимать, что вот вы его основа. Вот, условно возьмем город Салават, да? У нас там есть глава города. Но от главы города ничего не зависит от инвестиционной программы Салават-нефтехимсинтеза. Ничего абсолютно. Также не зависит от Салават-нефтемаш и так далее. Но от главы может многое зависеть, если он создаст среду малого бизнеса, среднего бизнеса вокруг этих крупных предприятий. Поэтому вот мы каждый раз главам говорим, что у вас есть свой ресурс, свое движение и так далее. Поэтому переходим к инфраструктуре. Я начну с одного. 5 ТАСЭРов у нас. 5.
Но немножко обидно, конечно. Когда председатель правительства Сочи объявил, что мы 3 ТСР дополнительно получили, я обрадовался. Братьев татаров обогнали. Оказывается, нет. Значит, у татар 5 ТСР и у нас 5 ТСР. Значит, у татар 2 особые экономические зоны, да? Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас в Ишимбае была особая экономическая зона. Пока вроде идет неплохо, поэтому первая часть нашей инфраструктуры, которую мы создаем, это и есть. Второе – это индустриальные парки, технопарки и так далее. Ну, мы, Рафик Иванович, по вашему поручению уже готовы рассказать, как это все Поэтому будет. я уже как-то Я предлагаю. Риму видел Юрьевну, она только что была здесь, да, да, чтобы я ничего не забыл, многие часы, дни, недели посвящены тому, как все-таки у нас будет инфраструктура выглядеть. Рима, ну вы мне поможете, да? Да. Я, если что, буду вставлять свои 5 копеек. Вы руководитель профильный. О планах, о том, что уже есть, и о планах. Добрый день. Александр Геннадьевич, а вы мне поможете? Вам микрофон дать или чем? Или... Ну, я просто кратко Работает, расскажу. У вас работает. Что мы сейчас делаем? В связи с, мы все время говорим о том, что в республике очень много у нас институтов развития, институтов поддержки. Ну вот такой лабиринт, да, и куда нам деваться из этого лабиринта. Поэтому сегодня, собственно говоря, одна из завершенных историй, когда мы открываем центр «Мой бизнес», где мы сосредоточили все услуги, всю информацию вообще о поддержке, которая существует в Республике Башкортостан. Пока это филиал в Доме книжки, мы открываем центральный центр «Мой бизнес», он у нас откроется в Конгресс-холле 1 августа. То есть вы сможете узнать, как получить все услуги, конкретно разобраться, не просто прийти, да, и вам вот выкладывают там 300 видов мер господдержки. Персональный финансовый консультант с вами сядет, посмотрит и определит ваш чек-лист, чем вы сможете воспользоваться, то есть подберет те меры поддержки, которые конкретно нужны для вашего бизнеса. Кроме того, сейчас мы запускаем такую единую систему в нашей республике, когда мы говорим, что приходите к нам с идеями, мы поможем создать бизнес, мы поможем коммерциализовать вам научные разработки. То есть у вас есть идея, мы запускаем процесс акселерации, то есть там, где формируются стартапы, где за 3-6 месяцев вы сможете пройти путь, который в стандартном формате, наверное, проходит за год-полтора. Следующий... То есть это услуги по регистрации, так? Услуги по предоставлению рабочего места. Вот это коворкинг или это что-то большее? Это создание бизнеса. То есть мы поможем и научим создать стартап. Коворкинг дальше. Дойдем. Вот. Следующее – это инкубация. То есть, когда создан стартап, необходимо развитие, необходимо сосредоточиться на продажах, чтобы вы не заморачивались на юридических услугах, на финансовых, на дорогой стоимости аренды. То есть, вы приходите в инкубатор, неважно, не обязательно после бизнес-акселератора, любой начинающий бизнес может прийти к нам в бизнес-инкубатор и, собственно говоря, заняться и сосредоточиться только на развитии. Все остальные вопросы мы вам закроем. Бизнес-инкубатор у нас открывается здесь же, в Доме книжки. Здесь будет как раз замкнутая инновационная экосистема. И следующий этап уже для устойчивого развития сможете сесть либо в коворкинг, где просто рабочее место можно сдать, да, и сэкономить на аренде офиса, не снимать дополнительные площади, просто платите за стол, либо, если это уже более средний бизнес, то это технопарки, которые мы открываем, целую сеть технопарков и промышленные площадки, которые у нас есть. Вообще приземлиться есть много куда. Башкирия в целом, Республика Башкортостан в целом, территория возможностей, даже вот если посмотреть по карте, как мы тут
вернее, как уже распределены, это то, что существует. И вот последнее, это то, что муниципальные районные города, где мы сейчас коворкинги будем создавать. То есть, в принципе, такой полный охват. Но основной акцент, вернее, первый акцент, который вот мы сейчас сделали и создаем в Уфе целую сеть инновационной инфраструктуры, начиная от бизнес-акселераторов, бизнес-инкубаторов, коворкингов, вот Дом инновационного предпринимательства, где все такие форматы поддержки будут сосредоточены, до технопарков, промышленных IT-технопарков, чистых комнат. К нам уже активно подключаются частные проекты. Давайте вот пройдемся по конкретным местам. Вот книжка, где мы сейчас находимся, это же одно из мест, да, которое мы хотим, чтобы стало центром такой инфраструктуры. Так? Что еще мы хотим сделать? Конгресс-холл Таратау, мы создаем там центр «Мой бизнес». Он прямо сейчас, с 1 августа заработает. Там будет набор услуг, связанных как с регистрацией, так и с получением там, и разрешений необходимых, которые не в онлайн, а именно через офлайн получается. Да? Да, да. Вот прям пройдитесь, потому что на самом деле большие деньги мы запланировали потратить на эту инфраструктуру. Сколько мы денег на это даем? Нет, Рафич, главное, что получится, Рима. Давайте пройдемся. Вот полиграф-комбинат у нас, вы все знаете, да? У нас первый этаж сейчас занят центром прототипирования, там стоит модное оборудование, а последующие этажи, Радик Фарич, это у нас скитап издательство, которое мы переводим в издательство Башкортостан. А этот центр у нас будет... Да. Саша, у нас задача бизнесу сказать, что мы не только говорим, а мы действуем. Я вот 3 пункта свои обозначил. Да? Эта инфраструктура, она тоже не пустые слова. 2,5 миллиарда, так надо назвать, да? Да, 2,5 миллиарда Да. на то, чтобы обустроить места, где можно будет сделать бизнес. Вот. Сугубо для того, чтобы развивался бизнес. И это в Уфе. Да. Да, поэтому, Мы да. это и хотим сделать. Китап переезжает в издательство Башкортостан. На месте полиграф-комбината у нас появляется технопарк. Технопарк, то есть все этажи этого здания будут отданы бизнесу для того... Что такое технопарк? Вот расскажите. Итак, смотрите, все понимают, что такое технопарк. Я можно? Можно я вот сейчас договорю? И это. Значит, смотрите, инфраструктуру мы делаем. Она будет, вот нам рассказали, и можем поделиться. Я можно перейду. 5. Что мы делаем? Вот у нас все-таки есть целый ряд общественных институтов, которые представляют интересы бизнеса и защищают его. Деловая Россия, Опора России, РСПП и так далее. Поэтому вот в моем видении такое, что все-таки эти общественные институты как-то должны встряхнуться. Они хорошие, давно работают и так далее. Но я вот сторонник, при моем романтизме, я всегда оцениваю трезво. Если ситуация-то на самом деле не очень хорошая, значит, они не дорабатывают. Вот у нас сопредседатель Деловой России Андрей Геннадьевич. Что делать будем с этим? Спасибо за приглашение. Мы, пока вот вы напомнили, 15 лет назад, когда Радик Фарич стал руководителем главой администрации президента Республики Башкортостан, тогда сумма на поддержку предпринимательства была 12 миллионов рублей. 12 миллионов. Сейчас 2,5 миллиарда. Вот, а тогда Это было только 12. часть. Только часть, вот, которая здесь обозначена. Поэтому вот, вот такой прогресс. Ну и полномочий, конечно, сейчас у Радика Фарича побольше, чем было 15 лет назад. Поэтому и решения уже другого уровня. Поэтому когда тогда мы предложили День предпринимательства в Республике Башкортостан, казалось это какой-то несбыточной мечтой, но мы у себя ввели, не думали, что Россия это поддержит. Через год Российская Федерация это поддержала, и пошли процессы, которые за вот эти годы дошли до определенного уровня. И поэтому Радик Фарич, когда пришел сюда, понимание есть, да, что здесь, конечно, не хватает очень многого. Не только финансов, да, но именно усилий, которые вот есть глобальный мониторинг предпринимательств, который ежегодно делается, 69 стран там участвуют. Но вот Российская Федерация при всех наших усилиях в стране занимает 68 место. То есть опрос среди граждан России показал, что граждане не верят или считают очень сложным выход на рынок или выход в предпринимательскую деятельность. То есть сложным, дорогим, неэффективным, негарантированным.
Ну так и есть, это понятно, что 20% только за 3 года остаются работать и жить предприятия, да, остальные банкротятся, уходят с рынка. И здесь Всемирный банк проводит тоже исследование, в прошлом году провели, был опрос, какие главные критерии для инвестора, для того, чтобы инвестировать в ту или иную страну, ну или в тот или иной проект. 3 вопроса, ну 3 критерия называют. Первый – это выгодность, ну естественно, да. Второе – это безопасность. Это немножко вот более сложный еще один вопрос, который сейчас пока не касались. И третье – это, ну, мы называли всегда комфортность, а там было названо правовая и административная среда. Это как раз то, о чем Ради Фаридович сказал, как контрольно-надзорные функции государства. Вот в нашем государстве, в российском, более 200 контрольно-надзорных организаций, которые контролируют предпринимательство. Более 200. Поэтому ежегодно более 2 миллионов предписаний ежегодно получают предприниматели по той или иной причине. Казалось бы, предприниматели, может быть, на самом деле стоят такого контроля и таких, ну, там, скажем, штрафов и других мер воздействия. Но получилось, что мы взяли статистику у Генеральной прокуратуры. За 8 миллионов обращений для того, чтобы Генеральная прокуратура одобрила проверки, из 8 миллионов обращений 4 миллиона были отклонены, и 90 тысяч чиновников и людей, которые работают в контрольно-надзорных учреждениях, были привлечены к ответственности. То есть показатель, что каждый второй раз точно уже не обоснованно, а глядишь и 2/3. Исходя из этого, мне кажется, что здесь эти меры, которые принимаются, они очень правильные. Но в контрольно-надзорном направлении, не только на федеральном уровне, где сейчас административная гильотина, Чученко возглавляет эту комиссию, и планируется, что за 2 года сделается много. Мне кажется, что на региональном уровне здесь точно надо очень жестко реагировать, потому что чаще всего это как минимум штраф, а это коррупционная составляющая, дам штраф большой, маленький. Плюс, если есть угроза остановки предприятия, то это тем более это крах для бизнеса. Что такое остановить на месяц, на 2, на 3 предприятия? Все, его нет. Да? Ну, то есть, по сути, его нет. И в завершение, Раиф Ильич, хотел сказать о бизнес-объединениях и о том, о чем вы спросили. Дело в том, что без бизнес-объединений нельзя работать, потому что это как бы некая консолидация активных предпринимателей, которые доносят, ну, в общем-то, предпринимательское мнение. Хотя при этом надо отметить, что здесь, как и в любом месте, должна быть постоянная ротация, иначе многие предприниматели становятся просто, ну, а-ля чиновниками вот в этих структурах, понимаете, и уже начинают не мнение бизнеса доносить, а свою собственную позицию, что, в общем-то, вредно, потому что, например, руководитель республики Рефари считает, что это мнение бизнеса, да, а на самом деле это мнение одного человека, ну или нескольких человек, что, естественно, не соответствует объективной ситуации и уводит в сторону принятое решение. Здесь, мне кажется, кроме ротации, надо просто еще чаще вот общаться напрямую с предпринимателем, что вот сегодня происходит. Потому что предприниматель, он же здесь вот не просто так, ему денег за это не дадут, время он потеряет, это, по сути, должна быть польза от такой встречи. Польза, первое, что вы услышали, что его волнует, второе, чтобы он услышал вас, как вы будете решать те или иные проблемы, в какой срок. Поэтому здесь неважно название, деловая ли Россия, РСПП, там, опора, просто они должны быть более эффективными, более прозрачными, и, соответственно, нам надо проводить регулярную ротацию. Потому что вот я смотрю по залу, многие вот вместе со мной состарились за 15 лет, а все работают. А перевыборы, ну, перевыборы-то можем делать внеочередные, всегда только была бы инициатива. Хотя, честно говоря, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, да? Поэтому здесь, мне кажется, надо немножко так освежить, да, ситуацию, новых людей ввести. Плавно, да. Да, пожалуйста. Да, вопрос, Саша. Да. Мы еще подведем, ну, давайте, если у вас уже накипело, я чувствую, вы уже не первый раз. Да, но у нас еще много разных заготовок. Да. Добрый день, коллеги. Да меня так хорошо выслушали. Я вот что хотел сказать. Спасибо. Добрый день, коллеги. Спасибо большое, что пригласили. Я один из руководителей заказчиков, застройщиков нашего города. Здесь в Черниковке тоже строю один квартал. Вот, я хотел пробежаться по некоторым пунктам, которые вот пока слушал ваше выступление. Ну, про коворкинг я самую последнюю, с вашего позволения, оставлю. Про бюрократию. Лично мое мнение,
Бюрократию, ну, не искоренить, я с вами согласен, Раиф Фаридович, но вот мы с вами ровесники, я думаю, что вы хорошо еще помните, когда были талоны, когда мы устроились еще молодыми юнами, были талоны на стиральную машину, на мотоцикл, на и так далее, и так далее. Как мы их победили? Как мы их убрали, эти очереди? Никто ведь не занимался очередями, правильно? Просто открылись магазины, стал товар доступен, и они сами по себе исчезли. Точно такое же, я считаю, что с бюрократией не нужно бороться, ей не нужно давать почву. И вот я подошел к тому, что говорю на протяжении нескольких лет. Мне лично вот эта вот схема, о которой я сейчас видел, лично я мало чего понял. В июне этого года будет 17 лет, как я открыл свое предприятие, после того, как наш строительный трест приказал долго жить. И у меня сейчас своя строительная организация, свой заказчик-застройщик, свой генподрядчик. Но вот эти вот вещи, коворкинг, бизнес-инкубатор, IT-селектор, я сейчас не от своего имени говорю, а от малого бизнеса. Простого фермера, рядового, я не знаю, жителя села. Он в этих слов ничего не понимает. Я думаю, что нужно гораздо проще и доходчивым языком все вот это сказать. Ребята, хотите открыть ферму, нужно пойти туда, подать такое-то заявление, вы получите, подайте заявку в правительство, вы получите такой-то кредит и так далее, и так далее. Вот это будет мне, с моей точки зрения, гораздо доходчивее. Это второе. Третье, сейчас секундочку, я это закончу. Я подхожу к тому, что я не знаю, как это вписывалось, но я в последнее время говорю, вот те мероприятия, которые вы сейчас на протяжении последних месяцев проводите, стройчас, здравчас, конечно, лично мне это импонирует. И очень много вопросов болезненных, еще раз говорю, вы подняли и не побоялись взяться за их решение. Решение придет не сразу, возможно, оно будет не очень правильно поначалу, но дорогу одолеет идущий. Вы обязательно найдете решение, тем более вместе с бизнесом. Я к тому это говорю, что нам необходим какой-то некий аналитический отдел это будет или еще что-то. Понимаете, бизнес он ходит по нашему законодательству. Почвой для бизнеса является наше сегодняшнее законодательство. Я сейчас обращаюсь не столько к руководителю, главе региона, сколько к юристу. Потому что если нет правового поля, бизнеса не будет. Наша страна последняя, всего лишь ей 25-27 лет. По большому счету это юный возраст. И далеко не совершенно. Очень часто где-то у нас законодательство где-то перехлестается, а где-то есть откровенные дырки, чего мы не можем покрыть. Вот. И я думаю, что вот этот аналитический отдел мог бы задавать, знаете, это вот как ВВМ. Задали задачку, а тут решение. Нужно понимать, прежде всего, правила игры для бизнеса. Вот. И последнее, раз уж со временем очень сложно, у кого что болит. Я о строителях. Скажем так, ко мне обращаются коллеги, заказчики-застройщики. Я депутат городского совета города Уфы. Один небольшой вопрос. 1 июля. Страшная дата для многих заказчиков-застройщиков. Довольно жесткие требования. Не просто довольно, а жесткие. Ну, первый пул, я думаю, заказчик-застройщик проскочит. Но для малых городов это будет непреодолимой силой. Для подавляющего большинства, я теперь сегодня уже и не сомневаюсь в этом. Вот. Но вот законодательство на сегодняшний день говорит, допустим, у какой-то площадки 10% должно быть реализовано жилья и 30% должно быть это. Ради Фаридович, а если не хватает 3%, у меня 27% или у соседа 20%, понимаете, немного не хватает, это значит, что он не пройдет. Сбербанк тоже серьезные требования выдвигает. Я сегодня работаю по экскроп-счетам, благополучно работаю по ним. И слава богу. Ну, сейчас, секунду, заканчиваю. Избирательная кампания далеко еще. Спасибо. Я к тому это говорю, что некий, я не знаю, какой-то период нужно дать. Но я думаю, что нужно об этом подумать, чтобы люди могли вот это под это дело подтянуться. Иначе мы получим вал проблем.
с которыми будет сложно совладать. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте я отвечу, начиная с конца, по строительному бизнесу, по эскроу-счетам и так далее. Ну, во-первых, тогда давайте для чистоты отношений вот всем скажем, почему это появилось. Из-за нечистоплотных заказчиков. Несколько тысяч обманутых дольщиков Республики Башкортостан, которым мы занимаемся с утра до вечера. А это очень большие деньги. По России я не могу сказать, но исчисляется, я думаю, что за 100 тысяч. Поэтому это была мера защиты государством наших жителей, наших граждан от недобросовестных застройщиков. Это первое. Второе. Это обсуждалось на Госсовете, мы, главы субъектов, поднимали этот вопрос. Понимаете, это как вот с мусорной реформой. Когда мы с 1 января в нее входили, некоторые говорили, ну дайте нам еще 1 год, дайте нам еще 1 год. Но жизнь такова, что мы так, видимо, устроены, нам дают год, но мы ровно ничего не делаем, но все равно с 1 сентября входим вот с чистого листа. Поэтому с 1 июля мы войдем в нее. Что мы для этого делаем? Нас это пугает, и мы об этом переживаем. То, что касается крупных застройщиков, мы провели массовые, такие, скажем так, консультации с банками, и у нас понимание есть. Крупные компании, ответственные, они пришли. По малым компаниям там тоже есть инструментарий, вы уж тоже говорите о них. Надо объединяться, надо что-то делать. Конечно, мы не хотим убивать строительство домов там в Ишимбае, где-то в Ермекеево и так далее. Поэтому это такая большая история, где надо будет просто приложить усилия. Понимаете, это вот отвечая на ваш вопрос. Поэтому почему это происходит? То, что насчет бюрократии, вот я вот вам просто хочу сказать, садитесь, пожалуйста, почему мы сюда к вам пришли-то? Вот в субботу, в преддверии. Вот на самом деле, вот у нас такая, наверное, вот у нашей управленческой команды, мы делаем отчаянную попытку вот вам всем сказать, что мы партнеры, и что мы с вами идем вместе, мы вас будем поддерживать. И заметьте, это не пустые слова, что в меру наших серьезных возможностей мы будем ограждать вас от неправомерного воздействия контрольно-надзирающих структур и так далее. Ну, вы же там не на Луне живете, видите, что у нас происходит, да? Поэтому вот это такая большая история. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Ратифарич. Никита Владиславович Онищенко, компания VirtuAction, виртуальной дополненной реальности. Занимаюсь. Игры делаем в США и так далее. Скажите, вот на самом деле то, что вы сейчас говорите, это один из моих вопросов был. И для меня очень важно, на самом деле, и IT-сообщество, наверное, меня поддержит в плане того, что мы все стремимся минимум в Сколково, да, а лучше в Силиконовую долину. И если у нас здесь сейчас открывается вот то, что вы говорите, и это действительно будет реализовано, то это очень будет хорошо. Но если это будет выглядеть с теми же преференциями, как Сколково, и это как раз мой вопрос в том, что, допустим, смотрите, Радислав Гандапас к нам приезжает там минимум 9 раз в год. Но IT, большие конференции с крупными компаниями у нас не выступают. И у нас нет такого сообщества, айтишного сообщества, которое как раз объединяет все это. И то, что уже начато сейчас, то, что я вижу, это на самом деле очень хорошо. Поэтому как бы у строителей, наверное, свои какие-то есть вопросы и так далее. Вот вопрос в том, что как бы спасибо за то, что начали. Да, и если, кстати, я слышал, что вот про филиал Сколково сейчас говорят, я слышал, что в Екатеринбурге хотели открыть филиал Сколково, кстати. Не знаю, насколько у них продвинулись они в этом. Окей. У меня еще есть такой вопрос. Давайте как бы из малого бизнеса, все-таки из малого, не строительного, крупного и так далее. У меня другая проблема. У меня сотрудники находятся сейчас и в штате, и на аутсорсе Екатеринбург, Пермь, Ижевск, СНГ, Краснодар. То есть вообще я разносен. Я уже адаптировался, и то, что у нас сейчас здесь нет специалистов, реально наши вузы не выращивают специалистов для моей сферы. Это для меня сейчас это самая большая проблема. Я уже адаптировался, конечно, к ней, и пока нахожусь здесь, потому что я все-таки патриот Республики Башкортостан. Но в то же время могу сказать, что есть федеральные крупные программы. Допустим, в моей сфере это Кибер Россия, которая запускает программистов в сфере
дополненной реальности, виртуальной реальности, робототехники, ну и так далее, искусственный интеллект и все остальное. Одобренная, кстати, Владимиром Владимировичем Путиным эта программа. И когда я в том году прошел в один из вузов, не буду говорить какой, все были согласны, готовы, бегали, но потом они, как сказали мне, не нашли 600 тысяч всего. Это всего лишь, на самом деле, если брать в рамках программы, это всего 6 человек на программу взять, да? 600 тысяч. И мы не запустили эту программу здесь. Так вот, вопрос, как-то мы сможем повлиять или мы сможем порешать как-то вопрос именно по обучению? В плане того, что не просто с дипломом человек пойдет, да, то есть за диплом, а это будет как проектное решение, когда человек выйдет со стартапом, со своим, либо с каким-то решением для бизнеса IT. Я о своем. Я для чего сюда пришел? Я повторю еще раз. Я пришел сюда вам всем сказать, что основным вектором нашей экономической политики, вот управленческой команды, которая здесь волею судей показалась, будет поддержка малого бизнеса и предпринимательства. То есть формирование среды, где вам будет комфортно. Это первое. За этими общими словами следуют конкретные действия, о которых я чуть выше сказал. Поэтому я абсолютно уверен, что через, наверное, год, через 2 мы будем клондайком для малого бизнеса. Вот. Вы можете думать, что я там шучу, там как-то вот сарказм. Я в это верю. Потому что те главы... Я просто верю в простые управленческие решения. Вы просто очень много сказали о образовании, а я про свое простое. Вот простые управленческие решения. Почему бизнесу плохо? Почему житель Баймака пришел и не может открыть маленький киоск? Представляете, какие данте фат он должен пройти и круги ада для того, чтобы открыть киоск? Вот моя задача, чтобы глава администрации баймакской вот его взял и протащил через эти круги ада, потому что он должен пройти там Минзаимущество, вот Полстовалова невозможно пройти, там еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то, понимаете? Он должен это сделать. Те главы, которые это не понимают, ну, наверное, нам не по пути, об этом говорю. Поэтому вот это важная история, я можно вот еще добавить. Мы глав еще рейтингуем, у нас каждая глава, он смотрит, на каком он месте по бизнес-среде. Это очень важно. Точно так же, как нас глав субъектов рейтингуют. Это первая история. Вторая история. Я вновь вам хочу всем, коллеги, сказать, дорогие друзья, это очень тонкая материя регулирования государства и свобода бизнеса. Но мы постараемся, мы же, в принципе, не глупые, да? Мы постараемся найти такую середину, чтобы регулирование, контроль, надзор государства над вами был разумный. Чтобы интерфейс регулирования был дружелюбным. Не так, что надзирающий пришел в какое-то предприятие и сказал, у тебя вот это не так, вот это не так, вот это не так, я тебя закрываю. Но бизнесмен он крутой, там, сильный, упорный, он идет в суд, судья отменяет это все. Решение суда вступает в силу через сколько дней? 30 дней. Если не обжаловали, через 10. Бизнес убит. Понимаете, вот это такие очень много нюансов, которые, но я просто вам всем хочу сказать, что вот мы же не зря здесь вот вышли, там, черной рубашкой или еще что-то. Ну, просто быть ближе к вам хотим и объяснить вам, что я не прошу, я у вас на самом деле пришел попросить такого кредита доверия. Через год, через 2 вы можете сказать, не, все, мы кредит забираем, ты, Рафаэль, езжай в Красногорск или куда-то там, разберемся. Вот, но я вам хочу сказать, что мы этим занимаемся серьезно. И такое ощущение, нас начинает потихонечку слышать. Кто не слышит, я вот просто вот об этом говорю, меня постоянно критикуют. Вы думаете, мне сейчас легко? Меня в чем только не обвинили. А кто не слышит, с теми нам не по пути. Можно я 2 слова дополню, Андрей Геннадьевич? Вот уже круче, чем Ради Фаридович, все равно не скажете.
Я два слова, Андрей Геннадьевич, вот просто к вашему выступлению. Вы говорите вот непонятные слова: бизнес-акселерация, стартапы. Но бизнес у нас другой, и структура экономики другая. И у нас сейчас компания Amazon фактически не имеет своих магазинов, но самая крупная в мире. Там 136, по-моему, покупок в секунду происходит через этот сайт. Компания Uber, которая не имеет ни одного автомобиля, самый крупный по объему производства. Поэтому структура бизнеса меняется. Я к чему рассказываю. Поэтому, конечно, важны и инкубаторы, и технопарки, и все, что мы делаем. А вот для того, чтобы удобнее было со всем этим работать, тем людям, которые работают и в IT-пространстве, и просто хотят малый бизнес открыть, мы разработали портал. Новый портал, крутой, который поможет нам вот эти все многочисленные институты поддержки сделать более адаптивными для нас. Я бы просто хотел два слова Динару дать из открытой России, из открытой республики, который нам расскажет о портале, о его возможностях и покажет нам, У меня есть что сейчас. Вот, можно? Да. Я типа командую здесь. Вот смотрите. Не только здесь, ради Борисовича. У меня какое предложение? Бизнес-портал – хорошая история. Ко мне пришел министр связи, вы рассказали об этом бизнес-портале. Я вообще очень плохой пользователь. Меня научили 3 кнопки, куда называть, я нажимаю. Не знаю, соцсети по-другому считают. У меня команда хорошая. Вот, и, значит, я влез в этот бизнес-портал, он хороший. Но мы ведь о чем договорились? Что через 3 месяца он будет другим, правда? Да. Поэтому через 3 месяца поговорим. Я сейчас что предлагаю? Значит, на самом деле есть еще важная вещь. Вот это тоже, опять же, я же про свою, вот казалось бы, у руководителя республики, да, типа большой начальник, но инструментарий небольшой. Вот я вам рассказал, что я сделал. Но вот есть еще один инструментарий, это Министерство земельного имущества. У вас кто будет доклад делать? Вы, да? Еще Назаров хотел добавить. Можно я добавлю? А то один Геннадьевич забрал, лишь недавно. Я вам отдал самый свой микрофон. Пользуясь своими полномочиями. Вот, Раиль Фаридович, вот то, что вы перечислили, да, для того, чтобы суммировать вот вашу политическую волю, да, и консолидацию всех, кто так или иначе может поддерживать и развивать предпринимательство, давайте объявим в Республике Башкортостан вот вашим указом 2020 год годом предпринимателя. Тогда это же политическая воля, да? 19-й поздно объявлять, он уже половину прошел. А если 20-й объявим, всегда, да, какой год объявляем, там же консолидация происходит, ряд мероприятий и так далее. Это и политическую волю закрепляет, это и мне кажется, мы многое за 20-й год можем вместе сделать. И второе, Раиль Фаридович, вот, все-таки раз мы в Республике Башкортостан были всегда, скажем, впереди, да, страны во многих вопросах, всегда, предприниматели особо не награждали. Почему? Потому что всегда была дискуссия. Как награждать? Может быть, он педагог, там, я не знаю, этот строитель. На самом деле это не так. Предприниматель может 5 лет работать строителем, завтра 3 года создавать медицинские учреждения, и так далее. Он не является в какой-то конкретной профессией, но он очень много делает для страны, если он, естественно, успешен. И вот с 1806 года по 1917 год в царской России был орден за усердие, который давали купцам. Сейчас уже 4 субъекта Российской Федерации ввели заслуженного предпринимателя. Свердловская область, Алтай, Чуваш и Мордовия. Да? Вот Башкортостану-то сам Бог велел здесь это сделать. Что он нам мешает? И давать тем людям, которые успешные, установить критерии, рабочие места, налоги, и множество критериев, чтобы не промахнуться. Но мне кажется, это очень важная оценка, которая даст предпринимателям понимание, что власть их ценит, уважает и декларирует это и обществу. Потому что общество надо продолжать настраивать, хотя 62% общества уже за предпринимательство, но еще не 100, не 90. Предложение, праздничный день на такое решение, мне кажется, поддержать. Я как-то недавно выступал на инвест-часе. И там один руководитель пришел, и республиканский руководитель ему помог. Я тогда произнес фразу, которая, мне кажется, стала такой нарицательной. Я вновь ее повторю. Андрей Геннадьевич, вы в Москве, большой начальник.
Но у нас в Башкортостане мы как рассуждаем? У нас, у республики, неисчерпаемый запас орденов, медалей, званий, поддержки. Работайте. И мы это увидим, мы вас поддержим. Тема заслуженно. Ну, давайте обсудим. И год 20-й обсудим. Но, наверное, хорошая история. Да? Обсудим. Заслуженный предприниматель. Да, но я опять... Андрей Геннадьевич предложил, может быть, но я опять... первый номинант. Можно я вот так проведу свою линию? Вот мне нужно вот еще одно вот действие сделать. Бизнес. Он не может, вернее, зачастую ему нужна поддержка ресурсами государства. Земля, тех условия, имущество, финансовые права и так далее, поддержка. Вот это последнее отсекаем. Земля и имущество. Александр Ильич, что вы даете бизнесу сегодня? Уважаемый Рафик Фаридович, уважаемые друзья, я не хочу читать лекции большие, да, но вот с бизнес-сообществом у нас были уже и точки пересечения, и даже мероприятия совместные. У нас была проведена стратегическая сессия государственной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Приезжал Александр Арнольдович Проверман. Мы с Александром Геннадьевичем как раз проводили круглый стол, да, модерировали по поддержке, имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. По большому счету, понимание, 100 лет назад диалог. лозунг «Земля крестьянам» не прошел. Вот, ну, я понимаю, Uber есть, там есть Amazon, есть те, действительно, компании, которые не зависят от этих ресурсов, но вы понимаете, что тот перечень, который формирует сейчас того имущества, который мы вот выставляем на сайтах администраций, он постоянно пополняется. Сейчас только 53 объекта выставлены государственной собственности, 2200 объектов муниципальной собственности. Пожалуйста, забирайте. Мы как раз, вот, это наша общая задача с вами, чтобы преодолеть отторжение, непонимание. Оцифрованы и в открытом доступе, да? Совершенно в открытом доступе. Вся земля и все есть, объекты. Да, есть даже неликвид. У нас 310 объектов, это неликвидного имущества, которое можно взять в аренду по смешному коэффициенту 0,01. Это большая работа была проведена, чтобы они попали... бесплатно? По сути, бесплатно, да. Чтобы попали в неликвид, это надо было проторговаться 2 раза. Потом с отчислением цены нет предложений, все, мы выставляем, мы отдаем вам. Мы, Рафик Фаридович поставил задачу расшить, то есть предоставить. Бесплатно отдаем то, что вот по сути бесплатно. можно есть, использовать в бизнесе. Есть, например, Сахалинская 10, 5 гектаров земли под этими объектами. И единственное, вот в чем здесь такая проблема, достаточно сложная с точки зрения федерального законодательства, это здание бывшего профилактория для наркозависимых. Локация Новоалександровка, понимаете, да, какая там экологическая обстановка и вот ситуация. Поэтому я хотел немножко так поинтерактивно, то есть поработать с аудиторией. Пожалуйста, поднимите руки, у кого кто испытывал сложности с доступом к государственным и муниципальным ресурсам земельного имущественного блока. Поднимите, пожалуйста. Вот 4 человека, да, там. У меня вот просьба, знаете, если я готов всех принять, вот отдельно мы даже обсудим, может быть, у нас есть еще формат общественного совета при Министерстве земельно-имущественных отношений. Там у нас предприниматели представлены. Они тоже вот в постоянном диалоге, когда мы сталкиваемся с достаточно острыми проблемами, с избыточным администрированием, с такими процедурами не очень прозрачными. Почему административный регламент? Почему, например, идея МВК? Почему сокращение процедур? Потому что это то, что позволяет бизнес-сообществу надеяться на не просто поддержку, а на такие прозрачные и понятные правила игры. Когда государство оказывает услугу, муниципальную или государственную, вы в одно окно решаете проблему, так сказать, вне зависимости от того, хочет там глава, а глава в это время рейтингуется. Зеленая, красная или желтая зона. Поэтому где можно увидеть то, что вы предоставляете? Я могу, где можно найти? Я даже могу кроме как назвать. На личного приема. Я могу сказать, что вот у нас есть инвестиционная карта, у нее 12 слоев. Вот еще раз. Где ее можно найти? На сайте Минзема. Значит, и на сайте Инвестор.б, да? Да. И вот инвестиционный портал, который там ссылочка, контекстная реклама. Вообще вот, вот из каждого утюга должна вылетать, конечно. Просмотры, кстати, вот просмотры этой инвест-карты в день составляет сегодня до 500 просмотров. 2/3 китайцы просматривают. Поэтому мы сейчас перевели ее на английский язык, карту. Еще планируем перевести на китайский. Да? Серьезно, это совершенно точно. Поэтому вот 500, да, просмотров, пока только просмотры, смотрят, видимо, очень осторожные, выбирая среди прочих регионов республику в том числе. Там сейчас 730 инвестиционных объектов. Там прошиты 12 слоев, в том числе, например,
полезные ископаемые, там транспортная логистика представлена, там кадастровый номер земельных участков, там подведенные возможности ресурсов энергоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. То есть это достаточно такая по интерфейсу, по поисковику тоже очень удобный интерфейс, то есть поисковая вот эта составляющая. Поэтому мы таким образом, есть институты, так сказать, поддержки бизнеса, у нас корпорация развития есть. У нас Их есть очень много, вот мы как раз, корпорация развития, у нас есть значит, Рекфонд. То есть это те институты, которые направлены, вы говорите, не хватает, есть это все. Спасибо, Олег. Значит, опять переведу на русский язык. Значит, это тот же тезис, с которым мы к вам сегодня вышли. Можете не верить, но опять, возьмем Уфу, да? Ну, многие здесь, вот вы застройщик, да? Вы же тоже не на Луне живете. Вы же можете признать, что в предыдущие годы в силу разных причин земля Уфы двигалась по-разному. Я считаю, что несправедливо это было. То, что было в моих полномочиях, я останавливаю сейчас. Кое-что я заставляю отрыжкой вернуть нам, да? Недобросовестного бизнеса. Поэтому первое, что я вот просил Олега Владимировича, ну, он профессор, первое, объяснить, такого больше не будет. Понимаете, вот такого безраздельного властвования, такой жуткой коррупционной, я не подавлю, я не победю, не побежу или как лучше? Смогу победить. Не смогу победить коррупцию такого тотально. Понимаете, мы идеально ничего не бывает. Какие-то будут проявления, но инфраструктуру справедливости и разумности и законности я сделаю. Поэтому, когда одна финансовая бандитская группа берет землю, продает ее, переводит из одной категории в другую, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Этого нет сейчас. Ну, наверное, есть, может, мне не докладывать, но это... Я додавлю эту ситуацию, додавлю. Это первое, что я Олег Владимировича просил сказать. Второе. История с банкротством я просил сказать. Я вам говорил, мы на излете поймали несколько банкротств. Банкротство, наверное, такая, тоже, как он считает, что это такой, типа, современный финансовый инструмент там, оздоровления предприятия. Я просто не видел ни разу, что происходило с оздоровлением. Как правило, предприятие кончало. Мы и здесь наводим порядок. Башавтотранс. Вот просто я вам говорю тоже. Просто я рассказываю о своих действиях. Я, ну, не то, что, как вам сказать, я хочу через свои действия сказать, вот я такой, я свое слово держу и так далее. Башавтотранс. Когда я пришел, его кончали уже. Уже все продавали. Как можно в такой большой республике, слушайте, 760 километров вот так вот, 63 муниципальных района и так далее, образования, не будет своего ГУПа. Почему это делали? Потому что у папы есть автовокзалы, где можно построить там где-то Андрей Ильич, сколько можно на территории автовокзала построить домов квадратных метров? 20-50 тысяч. Да, поэтому мы это остановили, и поэтому это вторая линия нашей такой серьезной заботы, и спасибо нашего министерства, мы будем о нашем государственном вещи забыть. И третье, о чем я прошу, ну давайте откроем, что у нас есть. Вот это ты правильно сказал. У нас есть земля, у нас есть имущество, муниципальное, республиканцы и так далее. Отдайте, сделайте и так далее, чтобы люди могли получить его. Ну, причем не надо там большие какие-то деньги ставить и так далее, чтобы, ну, хочет он в аренду взять, возьмет. Вот поэтому мы выходим вот с такой тоже инициативой, поэтому я не знаю, как ее облечь. Но, наверное, вот министерство должно придумать, что все, что есть, которые Ульфат Мансурович здесь, нет, Мустафин? Нет его, да? Я с Уфой постоянно ругаюсь. На инвестчас ко мне приходит предприниматель и говорит, я хочу вот построить вот это. Ульфат Мансурович мой товарищ, мой соратник. Он говорит, мы эту землю должны вот продать и вот так сделать. Я говорю, продавай. Но у тебя очередь, что ли, стоит вот этих инвесторов, которые готовы эту землю освоить. Я говорю, давай сделаем так. Пока этой очереди нет, землю максимально возможно отдайте бизнесу.
Потом, когда мы повысим историю, что земля начнет стоить то, чего она стоит, тогда, наверное, мы будем ее продавать, да? Пока вот тезис, который я просто продвигаю, мы закрома республики, они не очень, наверное, и большие, земля и имущество, да, мы открываем, так? Вы это хотели сказать? 40 тысяч объектов, вот подсказывают мне коллеги, будет, да. Да. Вот вы, молодой человек, да? Можно вопрос, да? Ради Фаритович, Александр Геннадьевич, добрый день. Меня зовут Сухраб Хадиев, я являюсь основателем небольшой металлоперерабатывающей компании. Производим оборудование для цементирования скважин. И также являюсь лидером определенного клуба, где мы объединяем сейчас нефтесервисные компании. Связано это с тем, что у нас, естественно, как у определенного пула, одинаковые проблемы, да, с которыми мы сталкиваемся. И, в принципе, вот эти инициативы, которые вами начаты, я хочу поддержать. Я считаю, что это будет действительно рабочая схема, она нужна таким компаниям, как мы. Но от себя, наверное, озвучу не столько вопросы, сколько запросы на определенные решения, которые уже нами подготовлены, есть понимание, что нам необходимо. Первый пункт, о котором хочу сказать, это университеты, да, наши башкирские, уфимские. Очень много накоплено интеллектуальной собственности, патенты, различные разработки. И приостановлен процесс передачи этих патентов дальше куда-то в такие компании, которые, допустим, работают на рынке, как наши, для дальнейшей коммерциализации. Я считаю, что вот эту площадку необходимо сделать именно для обсуждения, да, для создания такого какого-то круглого стола по передаче коммерческих разработок, то есть именно интеллектуальной собственности для дальнейшей коммерциализации. Это первый пункт. Второй пункт это… Давайте по первому пункту. Давайте. Римма Юрьевна, вы запишите. Я не очень понимаю, наверное, есть такая проблема, надо разобраться и сделать, на самом деле. Речь просто о внедрении патентов, Да, потому что с ними нужно работать, да, потому что наука должна реализовываться. Хорошо. Да, пункт второй. Не секрет ни для кого из вас, да, что отсрочки в нефтесервисном бизнесе достигают 90-120 дней. Это достаточно тяжелое бремя. Все компании попадают в очень серьезный в нефтяном. Да, все компании попадают в очень серьезный кассовый разрыв. У меня есть такое небольшое предложение. Есть проект «Продукт Башкортостана». Да? Давайте подумаем, может быть, есть смысл создать какой-то торговый дом при этом проекте, да, который будет на себя часть нагрузки брать, скажем, под какую-то самую минимальную возможную доставку. То есть вот как гарантийный фонд помогает с получением гарантии, да, под 1%. Может быть, допустим, этот торговый дом при продукте Башкортостана будет таким компаниям, как мы, другим торговым, да, локальным компаниям из Башкортостана, помогать эту отсрочку уменьшать. 120 дней – это очень тяжело, может быть, 60 дней. Это было бы просто, мне кажется, прекрасно. Понимание есть, например? Мы, я просто… Мы сможем отработать, в принципе, эту тему, это те же гарантии. То есть мы можем расширить линейку гарантийного фонда и давать гарантии под авансовый платеж, под отсрочку платежа. То есть мы финансовыми инструментами сможем решить эту проблему. Ну и плюс диалог с крупными нашими игроками, Ради Фаритович, мы уже его начали. С Башнефтью консультации ведутся, чтобы со 120 хотя бы до 90 сократить. Хорошо. Да, еще один пункт, это очень много бывает запросов на тестирование продукции, да, по стандартам, по международным. И иногда возникает потребность у компаний в приобретении тестовых машин. То есть это просто какие-то стандартные либо сделанные под заказ определенные машины, но они могут потребоваться целому кругу компаний, да, 10-15 компаниям. И вот было бы хорошо, если в технопарках можно будет использовать это оборудование в виде коллективного доступа. Вот, то, что делается уже в центре прототипирования. Да, их 3, вы знаете, да, у нас центр прототипирования, и оборудование там достаточно дорогое. Оно используется не на полную мощь. Да. И вот хотелось бы, конечно, чтобы то есть, через эти площадки предприниматели речь именно о том, чтобы просто создать такой процесс коммуникации, да, когда вы уже заранее будете понимать, а что же бизнесу нужно в этих коллективных центрах доступа. Хорошо. И последний момент, да, я просто резюмирую. Касательно коммуникаций, в принципе, то есть нужно просто сделать круглый стол, в котором будем обсуждать задачи, и я думаю, что… Нет, вот здесь я поспорю, это не круглый стол будет. Опять, знаете, на самом деле я пришел к вам протащить те свои идеи, то, чем я буду заниматься. Круглый стол – это круглый стол хорошо,
но коммуникация – это очень важная история. Они имеют два свойства. Первое – коммуникация, чтобы вы могли прийти к власти и получить от власти все, что вам нужно. И это должен быть дружелюбный интерфейс. Смотрим пункт 1 – это час предпринимателя, то, что мы сейчас активно проводим. И я уверяю вас, и мне очень нравится вот это вот слово, которое уже так неформально ходит – «Святой четверг». Вот Святой четверг, главы, вот это то, что в моих руках. Убедить глав, мотивировать глав, что вы самое главное. Где-то получается, где-то нет, но мы поправим, в течение года у нас будет все хорошо. При этом я хотел похвастаться. Мы по рейтингу ОСИ, по бизнес-среде. Это закрытая информация. Я знаю, я место не называю, но мы где-то там вверх пошли, и нас зауважали. Потому что видят устремление власти, видят устремление муниципалитетов вам помочь. Это первое. Второе, по коммуникациям. Это коммуникации, когда нарушены ваши права. Смотрим пункт 2. То, что я буду как руководитель республики делать через ПДКС, это такая форма, когда собираются руководители федеральных надзорных контрольных органов, и мы будем там обсуждать, начиная с типичных случаев и конкретными казусами. И мы будем это делать последовательно. Я вот вновь хочу сказать, это сложный вопрос, это больной вопрос, последствия разные бывают, непредсказуемые. Но мы в этом вопросе, чтобы это был дружелюбный интерфейс и все было по закону, мы будем неумолимы. Вот как ледоколом идем, мы это сделаем. Вот поверьте, то, что в моих силах. Поэтому сейчас мы о чем еще думаем? О чем думаем? Мы еще продумаем какую-то историю, когда главы муниципалитетов, будет у них либо раз в месяц, либо там какая-то история, прием предпринимателей, чтобы они вот с ними общались. Вот на каждый ваш вопрос мы даем конкретное решение. Вот вы хотели, да? Можно вопрос? Да. Ну вот тут парень тянет руку раньше вас, да. Всем привет. Здравствуйте, Радий Фаридович, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ренат Бакиев, руководитель группы разработчиков. Да, неформально, да. По тому, что коммуникации, наверное, самое правильное, типа создать чат в WhatsApp, чтобы было действительно доносить. Знаете, хотел я вас попросить обратить внимание на следующее. Я вот согласен с Никитой. У меня группа разработчиков. У меня в Уфе специалистов практически тоже нет. У меня Москва, Питер, мир также. Я пытался что-то здесь сделать, да, условно, это очень сложно. И смотрите, вот вы говорите про имущественную поддержку, говорите про то, что там заводы, пароходы, но кто этим будет пользоваться? IT и инновации – это, в принципе, наверное, самый быстрый и легкий старт бизнеса. Потому что можно, условно, начать нужно через какое-то быстрое время, но нет кадров, вот действительно. Вы спрашивали про кредит доверия. Вот можете вы сказать, что вы действительно будете задумываться о том, что воспитывать, как-то работать с федеральными, потому что у нас практически федеральные вузы дают кадры для IT и для инноваций. Потому что вы как-то вот отвечали, возвращались про недвижимость и все остальное. Вот реально большая проблема кадров. Вы сами знаете, уезжают. Почему уезжают? Потому что они не могут найти себе здесь применение. Здесь нет, допустим, каких-то IT-крупных компаний, где можно было продолжить свою карьеру. Нет федерального, нет, допустим, те же самые НТИ, нету венчурного фонда, нет хотя бы. У нас венчурный фонд инвестирует в мед. Ну, откровенно. Вот да. Можете просто именно про инновации и про IT как бы сказать, что да, вы будете также делать акцент как инвест сейчас, либо как, и вот, ну вот, прям вот, не знаю, я думаю, что IT поддержит вас также. Или можете рассказать, допустим, презентацию, вот смотрите, что будет? Мы опять вот начинаем. Я дополню. Я же об общем. Вот то, что касается поддержки бизнеса, я уже все сказал. Мне кажется, вот сейчас уже от меня, чего-то не получите. От меня просто ждите решений и последовательной политики того, о чем я сказал. Это займет время. Но через какое-то время мы с вами увидимся. Я думаю, вы убедитесь, что это так. А то, что касается IT и вот этой всей истории, вот, по-моему, даже инфраструктура у нас была. Вопрос не в инфраструктуре, вопрос больше касался кадров и, собственно говоря, подготовки тех людей, которые могут быть вовлечены в эту сферу.
И здесь, конечно, ряд шагов, да. Ну, то есть людям же важна не только инфраструктура, важны вот тот человеческий потенциал, который можно использовать. Понятно, что демографические тенденции не очень хорошие в республике. Мы очень много сейчас делаем и работаем над тем, чтобы у нас появился и научно-образовательный центр, и чтобы статус федерального университета появился. Это все, конечно, совершенно по-другому позволит перезагрузить историю, связанную с выпуском людей, которые для бизнеса нужны, для IT в том числе. Конечно, мы будем эти формы развивать, и новые специальности появятся в самое ближайшее время. Да. Ну, мы над этим работаем. Можно вопрос? Да. Добрый день. Компания «Индекс Станкомонтаж», Алексей Долбушин, директор. Мы занимаемся станкостроением, то есть это тоже сегодня, как башкирский мед, достаточно известное для республики направление, поскольку республика сегодня представляет самое мощное станкостроительное производство. Ну, мы небольшой малый бизнес, это не группа «Стан», это, соответственно, не какая-то крупная госкорпорация. Тем не менее, мы поставляем сегодня оборудование и в Южную Корею, и в Японию, и есть сейчас опыт поставки в Израиль. Открыли технологический центр, соответственно, в Германии. Я хотел часть задать вопросов, а часть поделиться, да, то есть информацией, которая могла быть полезна другим. Ну, я считаю, вот про институты, которые задали про подготовку кадров, коллеги, вопрос. Здесь только вопрос взаимодействия, в первую очередь, между компаниями, да, и институтами. Это можно выстраивать индивидуально, то есть не обязательно какое-то нужно сверху указание. Конечно, если будет поддержка сверху, это тоже будет супер. Институты сами заинтересованы в работе, по крайней мере, у нас опыт есть из БГУ работы и, соответственно, из УГАТУ, когда мы совместно обговариваем работу, в каких направлениях нужно вести, и с нами с удовольствием работают. Что касается тех вопросов, которые проблемные, затронул, например, ЗУРАП. Соответственно, конечно, та проблема, которая есть в отсрочке платежа, она не единственная сегодня при работе с госкорпорациями. То есть сегодня с госкорпорациями, если тебе задерживают оплату, ты по сути бесправен. Конечно, можно подать иск в суд. Суд, наверное, в своем регламенте его рассмотрит, удовлетворит, как, при всех обстоятельствах изучив. Но это пройдут, как вы правильно сказали, длительные месяцы. Для бизнеса, особенно если это крупные поставки, достаточно проблемно. Что такое станок, например? Станки стоят там, у нас от 10 до 100 миллионов рублей. То есть, соответственно, вложился, отгрузил продукцию и не можешь получить крупную сумму. У меня одно из, соответственно, из предложений, то есть, поскольку вопрос взаимодействия с предпринимателями, то есть выкуп таких долгов, да, у крупных госкорпораций. Речь идет о Ростехе, о Роскосмосе, о Росатоме, да, которые задерживают оплату уже по назначенным срокам. То есть республика может выкупить абсолютно на законных основаниях, да, и взыскать все проценты, которые мы боимся. Тема звучит, Ради Фаридович, да, по оплате, да. Мы боимся взыскивать, потому что если мы один раз выйдем на эту проблему, у нас больше не будет на этот рынок. Понятно. Еще один вопрос такой. Понятная история. Можно, Ремейр, давайте мы на инвест-части эту историю обсудим. И что мы можем сделать? Мы можем провести переговоры с руководством Ростеха, Росатома и прочих корпораций. По крайней мере, у нас сейчас мы после питерского форума проводим на эту тему с Башнефтью переговоры с Роснефтью, да? Поэтому вот прям отфиксируйте как поручение, пожалуйста, ладно? Это на самом деле в точку. Важно, потому что задержка, она критична. Он малый и средний это бизнес в точку, именно да, потому это в малый и средний, что нет ресурсов для того, чтобы Конечно, перекредитовывать. сегодня банки ведь декларируют, вот посмотрите, то есть идет бегущая строка по телевидению, да, банк, там, не буду называть для того, чтобы никак не дискредитировать, декларирует там 500 миллиардов прибыль за полугодие, да, там 300 миллиардов прибыль за полугодие. Это дополнительный налог. Сегодня те ставки, которые мы берем для длительных циклов производственных, они, конечно, очень тяжелые, особенно когда нам приходится конкурировать с зарубежными компаниями. А мы с ними реально конкурируем, и в том числе, как я уже сказал, за рубежом. То есть они берут под 1% ставку годовых, мы берем под 12%. Да, сегодня есть программы поддержки экспорта, которые субсидируют до 3-4%, как озвучено. Но там еще нужно пройти весь квалификационный отбор. Это тоже не так просто. Вы подали заявку, нет? Мы подали. Хорошо. Да. Второй важный момент сегодня. Мы пытались в свое время, еще в 2011 году, в 2012 начале, совместный проект с одной крупной станкостроительной компанией здесь, в республике. Но тогда нам в республике сказали, вы знаете, то есть, ну, как бы, это мы можем купить в Китае, нам это не интересно. Да, то есть был такой вице-премьер Млюков, как бы на совещании, как бы, инвестор приехал, то есть компания, которая делает в год больше станков, чем вся Россия. Он послушал, говорит, ну мне больше не интересно работать здесь. То есть мне же так ответили.
Он готов вернуться, то есть прийти для создания крупного совместного проекта. Я вижу, что Давайте очень много, с ним приходите на инвестчас. очень много изменений, но для этого еще есть определенные нюансы, которые как раз хотел задать. Это, вы правильно сказали, можно прийти. То есть сегодня есть 719 постановление правительства республики, да, которое регламентирует правила отнесения продукции, особенно в области высокотехнологичного производства, станкостроения, приборостроения, к уровню российскости. Тогда. То есть ты или российского производства, либо не российского. Если ты там один пункт не соответствует, что ты уже не российского. Ну, что такое станкостроение? Это так же, как и самолетостроение или какая-то другая. Вот смотрите, можно я вас перебью? Вас как зовут? Алексей. Алексей. А вот Рима Юрьевна, где у нас? Вот возьмите его и к нам на инвест-час. Давайте о станкостроении поговорим. Вот, потому что вы все отдельно говорите, да? Прямо вот предметно будем говорить. Потому что сейчас многим это может быть не так интересно, а я с вами готов вот пообщаться. Ну, это и последний этот момент. Спасибо, Ради Фаридович, за приглашение. На инвест-часе тогда поставите жирный восклицательный знак. Нет, если это будет полезно для всех. То есть я уже не про станкостроение. Да? То есть это вопрос чего? То есть сегодня введены санкции в отношении России. И для нас тоже это проблема, то есть реализация, в том числе продукции за рубеж, говорят, это большие риски. Открытие инновационных технологических центров за рубежом от республики для поддержки такого типа предприятий, которые при совместном участии зарубежных партнеров, например, я найду в нескольких странах, кто-то еще найдет, да, это позволит продукцию республики активно продвигать. У меня все. Спасибо. Отвечая на этот вот крайний вопрос. Ну, понимаете, мы в очень зачаточном состоянии лоббирования, продвижения во внешнеэкономической политике. Вот, наверное, вы слышали, мы как-то вот очухались, и вот просто вот начинаем сейчас планомерно прорываться на рынок Западной Европы. Мы установили себе точку Вена, мы там открываем представительство. Два крупнейших предпринимателя, Кайндал и Лассесберг, у нас локализованы в республике. Это десятки миллиардов инвестиций, рублей, которые здесь есть. Мы с ними ведем переговоры дальше. Мы под это открываем рейс Уфа, Вена, Вена, Уфа. Мы под это открыли представительство. Мы начинаем с ними работать и так далее. Это к вопросу о том, что мы в начале пути. Мы сейчас работаем со Стамбулом, с Турцией. Мы ведем переговоры с Казахстаном и так далее. Просто вот то, о чем вы говорите, это история о том, что когда уже есть существующая инфраструктура поддержки такая и так далее, у нас этого даже нет. Вот поэтому мы сейчас занимаемся этим. И это займет определенное время. А по станкостроению, знаете, я каждый раз, вот в Стерлитамак, особенно когда езжу, вы в Стерлитамак, наверное, да, скорее всего, нет? Да. Вот, я каждый раз восхищаюсь, ведь эта великая страна строила это все. Потом все это разбежалось и так далее. Поэтому вот у меня есть две болевые точки, это станкостроение и Агидель. Вот все, что вы придумаете, все, что вам нужно, мы вас поддержим. Приходите на инвест-час. Спасибо. Давайте, коллеги, просьба, крайние два вопроса, но только чтобы они в выступления не превращались, ладно? Друзья, можно вопрос? Да. Секундочку. Александр Ильич, Ради Фаридович, Центр современного искусства «Облака» Валериан Гагин, первый, наверное, самый старейший креативный кластер города Уфы, так как у нас компания, которая и акселерирует, и поддерживает, и развивает проекты только на частные средства. У меня один вопрос очень частный, а второй общий. Общий следующий. Очень хочется, Ради Фаридович, чтобы культура принятия решений не содержала в среде чиновников возможность отвечать «да», «нет» одновременно. То есть ответы хотелось бы, чтобы были исчерпывающие. Да, можно, нет, нельзя. А вот этот вот да, нет, это прям кошмар. Это, знаете, вот хочется сказать честно, что это такое, но это удар так вот где-то ниже пояса для любого бизнеса, который откладывает. И второй вопрос очень частный, который вытекает... Да нет, наверное. Да нет, наверное, отличный ответ, да. Это вообще изумительно, это шедевр. А второй очень частный. Вот здесь как раз прозвучало приглашение на инвестиционный час. У нас тоже есть инвестиционный проект создания большого принципиально нового городского пространства стоимостью 5 миллиардов рублей, частных средств на территории 56 гектаров, уже записаны полгода. На территории 56... А почему он к вам не попал, Саша? Я бы хотел передать вот эту вот сейчас, презентацию. Вот смотрите. Давайте.
Мы там, наверное, у себя на 6-м этаже живем в собственном мире и в иллюзиях, да? На Вот, 5-м. сейчас, подожди. Я хочу сказать, вот через вас мы тоже открываем. Очень просто к нам попасть, на самом деле. Саш, это, скажи, просто? Нет, с городом мы... Нарисовал самую сложную схему 13 июня, еще 2 недели. Через инвестпортал. Саша, я предлагаю, если город не слышит, отмени закупку коммунальной техники, там где-то миллиард, по-моему, да, и нормально. Вот, поэтому мы давайте там увидимся и обсудим. Потому что вот через вас вопрос, я опять вам сигнал даю. У нас очень простые, ясные коммуникации. Инвестчас у меня, то есть у правительства республики, и в каждом муниципалитете. В Уфе, в Салавате, в Ремикееве, там, Баймаке и так далее. Поэтому вот, тем более вы говорите, что вы уже там в заявке. Спасибо, самый большой, самый яркий. Точно будете. Точно. Насчет, Вот, если речь идет о 5 миллиардах, я к вам приду сам и буду ждать приема. Давайте, коллеги, я понимаю, что очень у нас разговор интересный, он только вот завязался, но крайне один, Радик вопрос? Ну, наверное, да, но просто, да нет, вот, можно я просто, у нас же сегодня выпускной, нам детей надо посмотреть. Давайте один вопрос задайте, Да. и а потом я несколько слов скажу. Давайте вот в завершение. девушки, я просто в том смысле, что мужчин много, а гендерный какой-то баланс должен быть, да? Большое спасибо, Радик Фаридович. Алла Верды, по поводу IT-бизнеса. Меня зовут Сулейманова Гузель, директор Synergy Soft и председатель общественного комитета при Госкомитете. Очень коротко я хотела бы сказать о том, что творится вокруг, а что творится у нас. Сколько, как вы считаете, Радик Фаридович, у нас IT-компаний, которые зарегистрированы при Минкомсвязи? 99. В Татарстане. Это много или мало? Это очень мало. В Татарстане 268. Чем мы отличаемся от соседних регионов? У нас нет никаких преференций IT-бизнесу. Что мы просим? Я думаю, любой айтишник здесь нас поддержит. Налоговую льготу, которую ввели все наши окружающие регионы. Льгота на налог на прибыль. Сейчас в данный момент нет только у Саратова и Оренбурга. Что мешает в ТАСЭР перерегистрироваться? Нет, Саша, это ТАСЭР ни при чем. Нет, это региональная льгота. Смотрите. Регионально, но в ТАСЭРе как раз нет налога на прибыль. Хорошо, подожди, Саша. Ремнев, тема понятна, нет? Да, тема понятна. Мы сейчас как раз над этим работаем. В четверг мы на проектном офисе, вот в этот ближайший четверг, мы как раз на проектном офисе рассматриваем льготы для резидентов нашей инновационной инфраструктуры, то есть для IT-парков. Соответственно, приводим ровно, ну то есть взяли лучший пример московский и практически вот калька сделали проект законодательства. Это было бы замечательно. Когда примем? Когда примем? Радович, давайте поручение прямо сейчас. Это постановление правительства или закон? Это изменение в закон наш, да? Да. Сессия Курултая вот, 30-го. С тех пор, как Монтескье придумал принцип разделения властей, я не влияю на все это. В установленном порядке отправляйте, все примем. Да? Значит, можно я, с вашего разрешения, завершу свою часть выступления, такого, может быть. Ну, просто мы думали вас собирать скучно и так далее. Мы думали вот каким-то образом так, ну, в некотором смысле вот, весело, как-то вот, довольно откровенно с вами поговорить. Собственно, у каждого своя цель. Я пришел к вам сюда с такой своей упрямой башкирской целью. Я в вас вижу будущее республики. Вот честное слово. Вот в таких, как вы, сложных, инициативных в то же время, предприимчивых, несговорчивых, наверное, и так далее. Вот мое видение как руководителя, вы будущее нашей республики.
Опять же, вы можете мне сказать, вот, Радий Фаридович, много говоришь и так далее, но я вам до этого сказал конкретные шаги, которые есть, и они будут последовательно реализованы. Наверное, через год, через полгода встретимся, снова поговорим на эту тему. Второе. Я очень серьезно отношусь, и я как руководитель республики, в данном случае, я себя так называю, я же в Рио еще, у меня такая патерналистская позиция к вам. Оградить вас от чрезмерного давления надзирающих структур, слава богу, у нас бандитизма и так далее. Вот это моя задача. И я этим занимаюсь, и вы это видите. Это не просто, но мы это сделаем. Третье, наверное, более простое. Мы создадим и создаем инфраструктуру, чтобы было комфортно открывать, развивать бизнес и так далее. Я не очень хорошо отношусь к стартапам, потому что, знаете, у нас такая мода появилась. Вот стартап, деньги освоили и побежали. Нам это не нужно. Мы готовы взять стартап, но довести его до момента, когда он будет генерировать прибыль. Вот с такими мы будем работать. Поэтому инфраструктура вообще в целом, широко говоря, о том, что Александр Геннадьевич говорил, мы будем. В итоге Какое? к стартапам Четвертое. вы хорошо относитесь, Радий Фаридович, но только тем, которые можно Четвертое. довести. То, что мы сделаем максимум усилий и делаем, вот Олег Владимирович сегодня об этом говорил, открыть закрома нашей республики, земля, имущество для справедливого вами получения, мы будем это делать. Это непросто. Это непросто. Будут нашу политику искажать, будут нас не понимать, будут злоупотреблять, будут там еще и так далее. Ну, знаете, как, ну, это такой долгий путь, который мы с вами пройдем вместе. И поэтому вот я только для этого пришел, на самом деле, сюда. Надеюсь, вот вы меня как-то слышите. Но я еще раз говорю, это же все слова пока, кажется. Ну, через полгода, через год встретимся и, наверное, посмотрим, да? Пока все, что мы говорим, все, что делает наша управленческая команда, последовательно, шаг за шагом, мы все это сделаем. Алга. Неудобно себя.